наконец-то эта рабочая неделя закончилась. Впереди выходные, так что запасайтесь вкусняшками, заваливайтесь на диванчик и смотрите 5-й выпуск Муви. Поехали! Харрисон Форд, игравший Хана Соло в картине «Звездные войны. Эпизод 7. Пробуждение силы», сделал неожиданное заявление британскому каналу BBC. Популярный актер не исключил возможность возвращения своего героя в следующем эпизоде «Звездных войн». Все возможно в мире кино и в мире фантастики, заявил Харрисон Форд. Чуй, мы дома. Может, стоит напомнить, чем закончилось участие Харрисона Форда в 7-м эпизоде? Поклонники «Звездных войн» были разочарованы смертью Хана Соло, однако теперь появилась надежда на то, что они увидят Форда в этой роли. Может, он не умер? Может, его подобрали орлы из «Властелина колец»? Но мы-то все прекрасно знаем причину его возвращения. За свое участие в 7-м эпизоде он заработал $30 миллионов. Нехило так-то. Давайте вспомним фильмы, которые нас удивили и поразили, или хотя бы заставили задуматься. Наша новая рубрика «Топ-5. Фильмы с самыми неожиданными концовками». Мы не будем вам рассказывать о фильмах, как «Остров проклятых», «Бойцовский клуб» или, например, «Шестое чувство». Их вы наверняка уже лицезрели. Мы расскажем о 5 картинах, которые вы могли пропустить, но которые стоят вашего времени. Все, кто любит пощекотать себе нервы и любит непредсказуемый финал, смотрим нашу подборку. Фильм «Не говори никому» занимает 5-ю строчку нашего топа. В сюжете нам рассказывают о милом детском враче Александре Беке в исполнении Франсуа Клюзе, который по уши влюблен в свою жену Марго в исполнении Мари Жозе Кросс. Внезапно во время их романтической прогулки при луне супругу убивает серийный маньяк. Марго! Попытка спасти жену оканчивается провалом, причем в озеро в обнаженном виде. Проходит 8 лет и начинается мистика. Во-первых, на месте гибели Марго полицейский находит еще 2 трупа. А после Александр получает странное электронное письмо, причем от своей мертвой супруги. За ним и всеми, кто знал Марго, начинается охота. В картине «Не говори ни слова» вы увидите все. Французские поцелуи, эротические сцены, романтический пейзаж, жестокие убийства и погони. Лихо закрученный сюжет заставит поломать мозг. И даже несмотря на суровые сцены насилия, сам фильм получился довольно душевным. Это же все-таки французы. Фильмы с психологическим уклоном набирают все больший авторитет в мировом кинематографе, ибо их становится больше и каждый следующий лучше предыдущего. Даже без спецэффектов, популярных ныне в кино, фильм «Игра в прятки» стоящий вашего внимания. Сюжетная линия вполне обычная. Отец психолог, но, надо сказать, видимо, не специализирующийся на проблемах маленьких девочек, которым посчастливилось увидеть собственную мать в ванне крови, решает, что ребенку надо сменить обстановку. В попытке помочь дочери оправиться от самоубийства матери, естественно, увозит дочь в тьму таракань на север штата, купив там самый большой дом с множеством комнат, коридоров и скрипучих лестниц. И главное, у озера и непременно рядом с лесом. Чем дальше от людей, тем лучше. Этим его помощь заканчивается. Дочь замыкается в себе еще больше, и у нее появляется воображаемый друг Чарли. Новый друг? Хорошо. И как его зовут? Велел называть Чарли. Удивительно, что для американцев это достаточно распространенно придумывать себе воображаемых друзей, и при этом родители относятся к этому вполне себе спокойно. Ну а может быть, Карлсон действительно существует? Ой. В общем, в попытке понять, кто же этот невидимый друг, может сосед, шериф или незнакомец с улицы, а может просто фантазия маленькой девочки, пережившей горе, ты сам начинаешь понемногу сходить с ума. Разгадка окажется неожиданной и устрашающей. Художественный фильм режиссера Марка Хермана, снятый по одноименному роману Джона Бойна в 2008 году, «Мальчик в полосатой пижаме» занимает 3-ю строчку нашего рейтинга. Действие фильма, который основан на реальных событиях, происходит во время Второй мировой войны. Бруно – 8-летний немецкий мальчик, который беззаботно живет в Берлине. Его отец – высокопоставленный нацистский чиновник. В скором времени семья переезжает в новое место из-за перевода отца на должность коменданта концлагеря.
В окрестностях нового дома Бруно обнаруживает странную ферму с необычными людьми. Они ходят в пижамах, играют в номера, которые пришиты к одежде, и зачем-то сжигают старые вещи в больших печах, поэтому из длинных печных труб часто идет черный дым. Бруно там знакомится с Шмулей, еврейским мальчиком, и пытается с ним подружиться. У тебя найдется еда? Ты голодный? Это фильм о дружбе двух мальчиков, олицетворяющих собой два разных мира, но остающихся при всех политических и внешних обстоятельствах детьми, которым нужно общение, которым нужен просто мир. Может, ты как-нибудь поужинаешь с нами? Ты что, нельзя? Почему? Что вы сделали? Я еврей. Случайное знакомство Бруно с Шмулей и их дружба в конечном счете приведет к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям. Американский клипмейкер Дэвид Финчер – большой любитель цифр. В канун своего 33-летия снял триллер «7», который удивил и поразил многих. Тебе нравится эта работа? Все то, что приходится видеть. Фильм повествует о 7 смертных грехах, о которых многие подзабыли, а другие и вовсе не знают. Режиссер решил проиллюстрировать эти 7 запретов в очень необычной форме крутого и напряженного детектива об убийце-маньяке. К слову, убийцы нынче не те, что прежде. Просто так прибить кого-то в переходе – это уже не цепляет. Им доставляет моральное, а иногда даже физическое удовольствие заставлять полицейских гадать над мотивами убийства, смыслами их изощренности. 7 смертных грехов. Чревоугодие. Ты только посмотри на это! Жадность. Никому ничего не трогать. Лень, злоба, гордыня, похоть и зависть. 7. Значит, будет еще 5 убийств. Прежде чем запустить фильм в производство, студийные боссы настоятельно требовали переписать финал. Неизвестно, в каком виде в итоге вышла бы лента, не скажи свое веское слово Брэд Питт. Актер отказался участвовать в проекте, если кто-нибудь осмелится тронуть концовку. Тебе доводилось видеть что-либо подобное? Нет. Некоторые вещи лучше забыть. Таков лозунг «Мементо» режиссера Кристофера Нолана. «Мементо» — первый фильм Нолана и написанный Ноланом, но уже братом, который позволил Нолану стать Ноланом и заслужить известность. Картина, как те запретные вещества из 70-х, расширяет сознание и представление о возможностях кино. Главный герой фильма Ленард Шелби страдает потерей кратковременной памяти, как та рыбка из Немо. Информация хранится в его мозгу ровно 15 минут, а после бесследно стирается. Такой порядок вещей устаканивается в его жизни с тех пор, как его жену жестоко убили, а его сильно приложили по голове. Теперь он бродит по миру с единственной целью – отомстить за благоверную. Будучи человеком образованным, Ленард имеет привычку все записывать и фотографировать, чтобы сохранить в памяти важные моменты. Да, главное, что отличает «Мементо» от множества прочих – это необычный взгляд на манеру повествования. Картина начинается в самом конце истории, постепенно возвращая нас к более ранним воспоминаниям. По сути, весь фильм представляет собой пазл, собирать который нужно зрителю, храня в памяти завязку, которая одновременно является кульминацией, которая по сути послесловие. В общем, разрыв шаблона и когнитивный диссонанс вам обеспечен. И, конечно же, без неожиданного поворота в конце тут не обошлось. Ну, то есть в начале, в середине. В общем, не зря мы воздвигли «Мементо» во главу сегодняшнего топа. И, посмотрев фильм, вы поймете почему. К просмотру рекомендуем. Любит наш народ всякое кино. Прошлые выходные показали удивительную ситуацию. В мире финансов ее называют флетом. Судите сами. Заканчивающий свое триумфальное шествие по экранам кинотеатров «Зверополис» собирает наравне со стартовавшими с прошлой недели «Смешариками» 482 и 467 тысяч соответственно. Не отстает бравый Джеральд Батлер и его продюсерский проект «Падение Лондона». Заигрывание с террористами принесли ему 472 тысячи в якутском кинопрокате. Слабый старт показывает «Дивергент 3 за стеной». История о злоключениях Трис Прайер собрала 237 тысяч рублей. Не особенно удалось Супербобровым показать суперсборы. Очередная российская комедия с Павлом Деревянко по факту собрала 165 тысяч за минувший уикенд в якутском прокате. Всем привет! Вот мы и поздравляем нашего победителя, очередного нашего розыгрыша, и вручаем ему пригласительный билет на двоих на фильм «Бэтмен против Супермена». Сегодня премьера. Ура! Поздравляю! Очень рад, выигрыш. О конкурсе узнал от друзей, о том, что такой конкурс идет от ЕСЯ.
ответил, выполнил условия конкурса. И сегодня вы сообщили ВКонтакте о том, что я счастливый обладатель билета. Но фильмы я люблю разные, разноплановые. Боевики, комедии, триллеры, драмы. А на этот фильм вы с кем сходите? Я скажу с сыном, он скоро подойдет после занятий. Участвуйте в конкурсах, выигрывайте. Все реально. Каждую неделю мы разыгрываем билеты в кинотеатр «Лена». Ребята говорят, что задания наши уж слишком простые. Ну ладно, дождались. В связи с тем, что на экраны вышло очень много добротной анимации, мы решили приурочить нашу викторину к мультфильмам. Что общего в этих картинках? Свои ответы присылайте на почту movie.eca@mail.ru. Условия участия узнавайте на сайте ECA. Что? Смотрите апрельские премьеры. Это больше не повтори. Куда? Скорее ложись обратно. О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг. Пока все сходят с ума по вышедшему Бэтмену против Супермена, у нас подоспели горячие анонсы апреля. И первым громким релизом станет ожидаемая всеми книга джунглей от студии Walt Disney. У Диснея вообще в этом году пруха. Куда ни плюнь, везде алмазы и звери. Вторые на этот раз все сплошь компьютерные и озвучены голосами знаменитостей. Да и весь антураж и джунгли и все остальное тоже продукт компьютерных рукоделов. Все кроме Маугли. Удивительно, но человеческий детеныш сыгран самым что ни на есть настоящим человеком. Удивительное дело. Сам фильм является ремейком классической книги джунглей от тех же Disney 1967 года выпуска, что естественно предусматривает под собой частичное несоответствие канонам Редьярда Киплинга. Тем не менее, атмосфера стала более мрачной по сравнению с прародителем, и весь тон фильма больше походит на какие-нибудь голодные игры. Очередное кино для подростков или серьезная картина на уровне советского Маугли. Узнаем 7 апреля. Кто такой Илья Найшулер? Это клипмейкер, который сделал то, о чем многие могли только мечтать. Снял зубодробительный клип про нефть и скачки в пространстве от первого лица и собрал неприлично большое количество просмотров на ютубе. И клипов таких было 2, и сняты они были от первого лица. Если вы не знакомы с данным шедевром, крайне рекомендуем. Ну а пока вернемся к нашему GoPro. Пока Илья Найшулер рассказывал наивным журналисткам о том, какой он классный и умный, за ним пристально наблюдал никто иной, как Тимур Бекмамбетов. И, как это часто бывает, одними взглядами дело не закончилось. И спустя 2 года родился первый российский боевик от первого лица «Хардкор». В режиме POV нам предстоит на протяжении 1,5 часов смотреть клип «Bad Motherfucker» и недоумевать, почему такого никто раньше не мог сделать. Я тебе не враг. Скромный бюджет в $2 миллиона с лихвой покрывается плотностью экшена на квадратный сантиметр пленки. О сюжете речь не идет, он достаточно трэшовый и напоминает комиксы, которые в школе рисовались с одноклассником Вадимом на переменах и были посвящены Counter-Strike. Тогда еще версии 1.3. Ах да, фильм. Ну, тут есть Данила Козловский с невероятно голубыми глазами, а сам протагонист получеловек, полукиборг с большим количеством аугментаций. И это была информация для любительниц Данилы Козловского и любителей аугментаций. Вот, в принципе, и все. Фильм хочется увидеть уже сейчас, но, увы, придется подождать еще до 7 апреля, пока он не выйдет в прокат. Зато вот Counter-Strike есть. Что, так и было? Удивительное дело, но британцы подгадали момент с выходом картины «Высотка». Мы ничего не хотим сказать, но он так сильно похож на наш якутский ЛЛР, что попахивает откровенным мокбастерством. «Высотка» — это кино про соседей и их попытки выжить в закрытом пространстве многоэтажного жилого комплекса. Им отключают свет, воду, газ и перестают выносить мусор. Вот они и грызутся между собой. А вообще им нужен новый председатель ТСЖ. Джереми Айронс никак не внушает доверия. Еще бы, у него лошадь пасется на 40-м этаже, задумаешься тут. Да и ходят к нему всякие. Тома Хиддлстона видели на прошлой неделе, а он вообще на самом деле злой бог Локи. Но жильцы пока жалобу не написали. Ну а если серьезно, то «Высотка» — это социальная драма о том, как один ученый устроил эксперимент, спровоцировав жителей на межклассовую борьбу, и снял об этом документальный фильм.
Ну, или попытался. В общем, удалось персонажу Джереми Айронса снять документалку или нет, узнаем 14 апреля. На сегодня это все. Встретимся ровно через неделю. И не забудьте сходить в кино. Пока!